Здравствуйте, дорогие наши друзья, наши помощники и подписчики. Каждый хвостик, который попадает под нашу опеку, имеет свою уникальную историю спасения. Кого-то мы забираем из пункта передержки безнадзорных животных. Кого-то спасаем с холодных улиц Якутска, когда морозы уже минус 50 и ниже. Кого-то успеваем перехватить у недохозяев для того, чтобы они не были выкинуты на улицу или не попали в ППЖ. В прошлом они пережили предательство, боль, болезни. А вот наш Степан и до сих пор продолжает бороться за каждый новый день. История Степана особенно трогательна и в то же время печальна. Мы никогда не узнаем, как этот тихий, добрый, спокойный мальчик попал в якутский отлов. Но одно мы знаем точно: когда-то у него был дом. Ведь гладкошерстной собаке невозможно выжить в Якутске в морозные суровые зимы, минус 50-60. На него откликнулся куратор, и мы забрали его из якутского ППБЖ. Казалось бы, все самое страшное уже позади. Но вскоре у куратора начались серьезные финансовые проблемы, и она, можно сказать так, самоустранилась. И над Степой снова нависла угроза остаться без крыши над головой. Степаш, Степаш, что, решил посидеть, да? Степашка ходил, только что дождь был. С Мишенькой гуляет на пару. Вот такой Степашка. С Мишенькой. Два пенсионера наши. Несмотря на то, что наши пути с его куратором разошлись, мы не бросили Степу, мы не оставили его на произвол судьбы. И продолжаем бороться за него и делать все возможное, чтобы он был в безопасности, чтобы Степа не потерял передержку. За это время Степа пережил инсульт. У него очень больные суставы, и он еле ходит. Видимо, сказались суровые якутские зимы. Ну и, конечно же, возраст берет свое. Степе лет 10-12. Семья для него так и не нашлась. Мы прекрасно понимаем, что мало кто, да скорее даже никто, не захочет взять возрастного песика с кучей болячек, понимая, что дальше будет еще хуже, болячек будет еще больше. Сейчас молодых-то и здоровых не очень берут. Но он же не виноват, что старость и болезни пришли раньше счастья. Чтобы хоть немножко облегчить его боль в суставах, Степе жизненно необходимый хондропротектор. Но мы ежемесячно даже на передержку не собираем, у нас все время долги. Купить еще какие-то препараты у нас нет финансовых возможностей. Откладывать покупку лекарств тоже уже нельзя. Время идет, и каждый день без лечения причиняет ему новые страдания. Степан очень ждет вашей помощи. Каждая копеечка – это шаг к его выздоровлению. Друзья, помогите Степану почувствовать, что он не один, что его история не закончится на улице. Может быть, кто-то, посмотрев его печальные глаза, захочет мальчика нашего взять к себе домой на доживание. Мы будем очень вам благодарны за это. Давайте все вместе подарим Степану шанс на новую счастливую жизнь. Он очень ждет своего человека.